Я всю ночь как на дыбе спал. Не, нормально спал, отлично. Просто вы увидите место и поймете, там такой горб. Собственно говоря, вот перекресток, на котором Н627 и Н623. Они разделяются. 627 пошла вот тоже в Сантандер, вот так. А это идет через вот такие живописнейшие места. Тем более здесь нету никаких супер перевалов. И мы просто с вами будем ехать и смотреть, и вот это вот все. И я повернул, вот здесь вот, увидел уже на закате вот это и понял, что вот это я без камеры не поеду. Палатку я кинул прямо вот здесь вот. То есть просто вот. И перезарядился чуть-чуть. Поэтому я же говорю, что спал как на дыбе, там кустик такой. Ну, выспался, нормально все. Воскресенье. Супермаркетов нету вообще никаких. То есть я буду очень рад, если нам удастся купить воды и йогурта какого-нибудь. Овсянка у меня еще есть. Все. Мне вот этого. Это вот. Вот это, конечно, очень живописно. Вот прямо очень. И здесь какие-то пещеры Сан-Мартин еще есть. Вот тут вот поселочек, не помню, там 3 дома. И пещеры какие-то еще есть. 136 км до Сантандера. А птицы-то как поют. Ну, красиво здесь. И скалы такие, конечно, да. Ну, солнышко такое, свет еще уже точнее, не тот, что надо, но очень живописно. Как они это сквозь скалу прямо пробиваются, а? Я вам вчера еле-еле забил этот самый штырь, чтобы палатку оттянуть в землю. А тут скала. Какой прекраснейший затяжной подъемчик, а? Под 1-2. Прямо вот вообще перфекто. И он идет себе и петляет, и за каждым поворотиком думаешь, ну куда тут уже дальше? А здесь просто мы на плато въезжаем. Пуэрто де Парамо де Маса. 1050. То же самое все. Пока что каких-то изменений нету. Где-то секунд 15 мне понадобилось, чтобы понять, зачем здесь на отбойниках со стороны леса вот такая штучка, и здесь одета вот такая вот резинка. Ну, ставьте на паузу и думайте. Да, чтобы когда олени, косули подбегают, и если бы они бились копытами вот об это, чтобы они себя не так сильно травмировали. Ну, не копытами, а ногами, чем-то, когда перепрыгивают, чтобы они не травмировались. Вот такая вот забота. Фу, загнивающим. Я не могу понять, что там вдали. Вот то. Такое ощущение, что какие-то огромные ветряков опять куча. Да. Здесь их поля. Но работают не все, видно. Да, опять мы перевальчик, опять вниз-вверх. Форестальцы. Вот у них там, конечно, место, а. Сидит, смотрит с биноклем. Радио.
Да, так вот, конечно, в каких-то своих мыслях посидеть там с холодной водичкой, там же и свет, и интернет. Ну, интернет, понятно, свет тоже, панель есть. И вот обсервация, вот эти ветряки, ветряки, ветряки повсюду. 120 км нам до Сантандера. Я вам пока расскажу, какая здесь есть фишечка. Ну, про вот эти вот столбы, это понятно. Причем он весь светоотражающий. Вообще весь. Но это еще не все. Здесь на въезде в поселке есть светофор. Но он очень хитрый. Перед ним стоит радар. И если вы превысили, допустим, написано, что в поселке скорость 40, да, или 30. А радар стоит метров за 15, за 20 впереди. И если вы, ну, может, чуть больше, там, ну, 50 где-то, да. И если вы превышаете эту скорость, там, где стоит знак, то на светофорчике вам красный свет. Вы останавливаетесь, стоите, понимаете, что, ага, читаете еще раз знак, сколько здесь можно, и едете дальше. И камерка висит. По-моему, это гениально. Ну, это просто гениально. Ага, я думал, здесь сейчас как навалиться. Не, покрытие такое, что стрёмно. А обочина узкая. Мы просто по какому-то огромному каньону валим вниз. И я так понял, что по правую руку река. Просто по каньону, по огромному. Я вот думаю, это поилка для коней или для меня. Ну, вода откуда-то с гор. Так, ну вот тут вот уже красиво. Огромный каньон. Да, каньон-то все здорово, огромный, все отлично, все прекрасно. Но у нас сейчас спуск, а потом будет еще один перевальчик. И после него уже все, пошли вниз. Вода, ну воды мы уже набрали. Уж не знаю какой, но какой-то набрали. Да такой же самый, наверное. Кованьера или что-то такое. Поселочек. В самом, вот мы спустились вниз. К речке. Речка это Рудрон. Как Гудрон, но только первая буква Р. Сколько бабочек. Как я люблю на это смотреть. Ну, здесь, понятно, вот места для отдыха. Вот места для отдыха. Понятно, тут ресторанчики. Вот этот вот мотельчик продается. Потому что, опять-таки, это, видимо, была основная первая, а потом ее съели остальные. Здесь, кстати, почему-то очень любят короткие Прадо. Прадо, патрули, Паджеро. Странно, вот у нас короткий Прадо, патруль или Паджеро, это такое, типа, ты что, нищеброд или нафига? Здесь это считается, это, видимо, как у нас Нива. Здесь вот такая тема. Постоялый двор, но он, по-моему, все. Да. Здесь еще не все. Может быть, там что-то вкусненькое для меня есть? Или это бар такой? Понятно. Это вот эти вот магазинчики. Это не магазинчик. Это чисто наливайка.
опять место для отдыха. Живописненько. Сан-Фелисис-дель-Рудрон. Дель это на. Как Стратфорд-он Эйвон, Шалон, Сюрсон. Вот это вот тут это Дель. На Рудроне. Окей, ладно. На Рудроне так на Рудроне. И все, по-моему, здесь только вот одна улочка. Да, у меня как раз и жопа заболела. Я подготовился к восхождению, снял, чтобы не жарко мне было. Одел шапочку. И сейчас будем, я не знаю, хоть час, хоть два, без разницы. Если идти пешком, у меня расход воды будет минимальный. Свет, ну совсем не тот. Совсем не тот свет. Но так, конечно, впечатляет. Речка по дну идет каньона. Свет, конечно, ну совсем не для фото, не для видео вообще. Ну блин, ну я не могу вот это понимать. Оно вообще как какой-то крейсер имперский из Звездных войн. Тут вот тоже. Оно едешь, эти ракурсы так сменяют друг друга быстро. Настолько оно красиво здесь все. Мне вот это чем-то напоминает Майорку. Когда мы от берега шли вверх. Вот оно уже. Вот, все. Ну что тут? Практически. Вот, сейчас раз петля, вторая, третья, четвертая, пятая, ну вот. А идешь потому что рельеф, ну, сумасшедший, и оно просто петляет. Ну, как вот на Айпетре у нас, типа, да любой горный перевал по склону. Отсюда, конечно, впечатляет. Да. Вот нам раз и наверх. Но я не знаю, что-то это сильно близко. По-моему, еще будет. О, петли в объектив не входят, а? О. Да уж. Ты, автобусик, останавливаться собираешься? Молодец. Как-то все равно быстровато он к нему подлетел. Не хватает только пожаловать. Добро пожаловать. Ага, я думал, что это перевальчик. Сейчас. Вон нам еще до перевала 15 километров. Ну что, где-то час пешком. Ну да. Не где-то, а прямо ровно. А, нет, в 29. 50 минут. И мы с вами на каком-то плоскогорье уже. Вот, оно здесь плоскогорье, но оно исперещено каньонами. То есть был какой-то пласт, он просто трескался и образовались вот эти вот каньоны. Воды у меня осталось там, я думаю, вообще мало. Вот этот тут подъем нам еще нужно взять.
Хоть это и плоскогорье, но тут вот такое оно. И до перевала нам еще десятка. Но там подвозы уже будут. Горы уже настоящие. Я вот так вот иду, не спеша. Воды там вообще уже осталось, я даже боюсь смотреть. Ну, в гидропаке. Поэтому я надеюсь, что на перевале или просто какой-нибудь голосну да скажу. Все. Все, у меня закончилась вода вся. Как я вам и говорил, до половины пути мы идем вверх. Ну так, плюс-минус. Потом будем вроде вниз. Вот ровно половина пути. 78 до Бургоса, 77 до Сантандера, 400 метров до Пуэрто-де-Корралес. Ну что, еще один перевальчик за 1000 в нашем скромном активе. Какая прелесть, а! Фух, все. 0,7 всосал, еще 0,7 есть, 1,5 литра, по идее, на 3 часа точно я обеспечен. Вот это прямо здесь, вот в этих же горах, вот тут и озеро есть огромное. Я ссылочку на карте оставлю и название озера. И ЖДХ здесь идет. Но я думаю, еще чуть-чуть. Хотя, да нет, вон рельсы свежие. Это кандидат на Виа Верде. Но это Виа Верде через долину смерти. Ну, честно. Кабаньяс де Виртус. Прекраснейший дом. Прекраснейший, красивый. А, это посыпают на зиму. Да-да-да. Ну, конечно. Вон там у них заготовочка. Я, кстати, или не кстати, напомню, что мы крутим на воде. Ну вот на воде, вот с этим вот, на чае. Вот мы вчера как поели вот этот вот йогуртец, да, с овсяночкой. Все. Вот на нем мы до сих пор и крутим. Вот эти вот все придорожные кафешки, огромные цены, никакого ассортимента. То есть не рассматривайте их как что-то. Ну это так только, если или умереть от голода, или к ним, то, конечно, уже да. Еще один перевальчик нам, до него 4. До Сантандера 66, коровки. А, не видно. Но я покажу. Здесь какая-то идиллическая горная деревушка. Такие красивые дома. Все такое на холмах, на рельефе. Вон дорожка петляет на горку. Ну и вид вот на поля и на озеро посреди гор. Народ, ну тут даже Франция отдыхает. Какая красота. Через тут молотилка, жатка, несколько тракторов, все, что надо. О, красавчик.
градиент десятка. Ух! Да давай, жми, жми. Тут тоже какая-то дорога проходит, тоже в какое-то поселение. Поесть, когда перевал, хочется сладкого, кока-колы, кока-кола можно сыро. Поесть, опять Меркадона, поесть, когда устал. Вот такие мысли, то есть как бы понятно, что вот такое, ну оно на уровне биохимии накладывает отпечаток на эмоциональное состояние. Это еще что за памятник индейцев майя? Ну, смотрится вообще как объект из космоса. Я так понял, мы в какую-то новую провинцию будем входить. Да. По-моему, мы Кастилья и Леон покидаем и будем сейчас в какую-то новую входить. Харлей. Ну, электроглайд-то. Мои вы сладкие. Молоденькие вообще еще есть. Вот им здесь рай, а. Итак, покидаем мы Кастилья и Леон и входим в Кантабрию. Сантандер. Тут машины еле едут на самом деле. Озеро здесь огромное. Да. Вот как в Диабло во втором. Вот эти стены. Вот они отсюда их взяли. Вот они взяли их отсюда, идею. Все. Вот. Это какая-то особая пастораль. Особая. А телят-то сколько? Вон их штук 7. Ну и куда ж без них, а? Вот это им здесь раздолье. Коровы вон отдельно. Им с конями, видимо, особо не интересно. Ну все, вот, 1011 метров. Эль Эскудо. Я не понимаю вообще, что тут делать, как тут жить, пасти коров, что, где, ну электричество есть, ладно, но, ребятки, ну как? Какое-то успокоение и покой найти здесь, ну блин. Такое же успокоение и покой можно найти там в 15 километрах от города, от Валенсии, от Мадрида будет, ну не так, ну почти. Это надо особый склад иметь, особый склад, особое мироощущение, чтобы жить вот в таких местах. Да, ну вот мне это пока что мне, наверное, это непонятно. По идее, океан вот где-то там. Вот. Пуэрто дель Эскудо. Альтитюд 1011. Или просто 1011. Ну и сейчас мы... Вот теперь, насколько я помню,
Теперь вообще все. То есть мы до самого Сантандера мы едем просто вниз к морю. С 1 километра мы едем к морю. Но мы едем сейчас больше к воде, и нам надо что-то съесть, потому что пускай вниз, пускай как, но 60 км или полтос там остался. Мы уже с вами открутили 75. Причем я скажу про условия такие, достаточно серьезные. А хочется еще и в Меркадонку успеть. Там есть одна, которая открытая. Вот туда, вот в это ущелье. Мы прямо вот в него и по нему выезжаем. Да, места вот эти крутые. Крутые места. Да. Окей. Все закрыто. Очень похоже на Францию. Очень. Вот прямо вот мне вот оно очень похоже, вот когда мы по Франции катались, особенно вот по горам. Да, ну вы посмотрите, склон весь с хвои. Цветы, вот цветы, смотрите, вот все. Ну тут, ну мало, но есть. Вот это спуски. Ладно, к колодке мы подтянем. Офигеть. Жара здесь невероятная. Боясин. Боясин. Петли-то какие, а? Прямо вот, восьмерка. Вот она, шух, шух и пошла, а? Да уж, это для машины и испытания, я вам скажу, в такую жару, в такой подъемчик заехать. Хорошо. Нашел я вот такой вот краник. Умылся, попил, набрал пол-литрушку, помыл от йогурта. Красиво. Да, дома, красивые цветы везде. Собачка. Салат у людей растет прямо в ведре. И вы же не думаете, что вниз это прямо вниз и вниз. Нет. Здесь такое. Набрали, скатились. Набрали, скатились. Но общий вектор вниз. Но мне сейчас даже любое набрали, мне по ногам бьет вообще капитально. Перепады высот и рельефы здесь чудовищные. Но именно оно и дает вот эту вот красоту.
Это что за красота? Ну, красотища, а? Ай да север Испании, а? Ну, да. Вот оно мне Францию и напоминает. Ну, вот оно все. Балконы вот эти вот, да. Но оно, видимо, как-то географически. Воздух аж горячий вот по пальцам. Человек жил. Вон. Ну, вот оно, да, все. Ай. Вот они, все эти бетюнские монастыри. Ага. Супермеркадо Диа. Куда? Вот это да. Вообще поселочек невероятный. И архитектура уже. Красота. Диа. Где моя Диа? Интересно, он открыт? Да закрыт, конечно. Сегодня ж воскресенье. С чего бы он открыт был? Я уже 15 минут, ну не 15, ну 10 минут стою на Рипсоле. Я взял сникерс из 2 половинок, литровую колу без сахара и какое-то кантабрийское местное сдобное, как булочка какой-то. Вроде бы съел, вроде бы нормально. То есть не купил там 2-литрушку, ничего, вроде бы нормально, бодрячком все. Но как-то вот крутить, а что-то еще у него больше нету, чипсы соленые не хочу. Еще брать колу, она теплая будет, в общем такое. Подустал, и вот вы знаете, я еду, вообще не снимаю. То есть красивые домики какие-то, знаете, одна цель. Доехать, куда-то доехать, как-то отдохнуть. То есть непонятно, ну подустал, у меня бывает такое. Я думаю, что я такой, это самое, уже подготовленный к отдыху. 98 и, ну, соточка. Но я вам скажу честно, эта соточка, она стоит, наверное, 3 поездок в Куэру, как минимум. Эту красоту ее нельзя снять с колес. То есть это нужно так: останавливаться, снимать красиво, показывать, ехать дальше. Останавливаться, красиво снимать, показывать, ехать дальше. А по-другому никак. Останавливаться, снимать и ехать дальше у меня, честно говоря, сил нету. Седло погнулось, крепление. Сейчас, короче, надо дойти до куда-то. Да, достать инструменты, да исправить все. Все, подтянул. Ну, такое, здесь очень удобно, что при сверхнагрузках на седло
Ничего не ломается, ни штырь, ни направляющий, никуда, ничего. Просто немножечко алюминиевые вот эти вот распорки, которые держат, они подгинаются. Ну, страшного ничего в этом нету. Да, на 4,50 и еще 2, 6,50. Все, лимит на сегодня практически исчерпан. А толком мы ничего и не поели. Рио Пас. Вот это вот вдоль нее мы едем. И Виа Верде, то есть вот это вот ЖДХ из Сагунта в Сантандер вот там вот шла. Церквушка смотрится просто потрясающе. Она прямо возле дома, и звонница есть. Я не буду, но мне кажется, что она не звонит. Хотя не факт. Здесь тоже красивое что-то. Понимаете, вот это вот мне напоминает Францию. У Франции у нее все-таки вот, ну вот север Испании, юг Франции, видимо, оно на одной плоскости идет. И вот оно вот такое. Прямо вот под горой стоит. Вот прямо аж нависает над ним. Очень много вот таких вот закинутых мест. То есть, где раньше, когда эта трасса была основная, все кипело. Сейчас очень много. Прямо очень. Вот так выглядит старое сельское кладбище. Ну и вот же они здесь же, вот. Вот это вот все для них. Вот, я таких с такими рогами вижу в первый раз. И это не быки. Ну, Франция, я же вам говорю, вон цветы в горшках стоят. Все, если стоят возле дома в горшках цветы разные, и вот такое вот такое вот, все, это Франция. Ну, вот же ж оно. Ну да. И вот такое все оно красивое, уютное. Где у нас вот такое? Где? Где у нас вот такое? Вот, чтобы тут и уточки, и курочки вон. Патрульчик правильно под дерево. Вот где у нас вот такое? У нас такого нету. Вот такое, где у нас? Вот у человека огород перед домом. Да. Здесь, видимо, больше отличается в силу исторически сложившихся каких-то... Просто так исторически сложилось, что регион вот этот вот, то есть вот Франция, юг Франции и север Испании, они в принципе в одной широте, и они похожи. Максим Юрьевич, я знаю, от них просто его прет, распирает. Я вот эту гору хочу показать, как в парке юрского периода «Затерянный мир», все. Вот сейчас вот оттуда вылезет Годзилла, Кинг-Конг, Грозозавр, последний этот Тихоокеанский рубеж, с кем там они боролись. Вот. И тут вот карьер, ну я не знаю, вообще невероятно. Все с телятами уже мои вы сладкие. Я вас сам съем. Имею в виду прямо ушки. Вон у них питье есть. Так это мы поехали одной. А их-то тут 3 или 4.
дорог вот этих вот. Ну все, вот оно, вот Франция, все. Вот. Да? Да, так у нас и батарейки полетят, и жесткий диск, дай бог, чтобы 500-ки хватило, которую я взял. Ну и вот эта гора, я вам говорю, вот сейчас вот из-за нее птеродактиль вылетит. Вот прямо сейчас, все. А вот оттуда вот сейчас с птеродактилем этим махаться выползет Годзилла. Вот оттуда сейчас раз и сюда прыг. Вот в такой гараж ворота должны быть просто из дерева, обитые железом и склепанные. Ну вообще, ну как оно так вот смотрится, ну офигеть. Тут вот проект по восстановлению сальмонидос, ну рыбки какой-то в реке Пас вот этой вот. Фуэнте Ферриа, да, действительно источничек прохладный. Но это ладно. Один старый красивый дом, второй старый красивый дом. Вон за ними новый стадион, футбольное поле. Вот они эти принудительные светофоры. Там прямо возле него надпись, что «Амас велосидад семафор эн рохо». То есть все, скорость больше, чем 50 на въезде, и постойте на светофоре. И камерка. Целый ряд домов на двух хозяев. Некоторые сейчас зададут: Алексей Юрьевич, а где же у них гараж? Гараж у них с той стороны. А это у них тут перед домом вот патио вот такое и вход в дом. А гараж у них с той стороны под дом и под это патио. Или просто под дом. То есть всего 4 этажа. Гараж, то есть цоколь, первый, второй и массандра. Фух, я думаю, вот то уже из Сантандер. Я всегда, когда в первый раз вот вижу город, я это должен снять. Океан вот прямо за ним. По идее, я должен его видеть, но из-за погодных условий не вижу. Сильно отличается. И такое ощущение, что север живет как-то в целом пошикарней. Ну, побогаче, что ли. Покрасивее, вот. Какой прекрасный Lidl. И девочка прекрасная в нем. Я прямо зашел с велосипедом, говорю, где она? Если хотите, прямо вот возле меня можете оставить. Короче, Сантандер мне нравится. Никак я, народ, не могу. Все равно взял литр Кока-Колы, полтораху еще этого. Ну, не отпиваюсь я никак. Отечности нету. Кто вот так вот меня может кусать, я даже не представляю. Я настолько привык, что вот в парках должен быть фонтанчик, или вот тут вот стоять, или вот здесь вот где-то, что когда его нету, я негодую.
Вот я привык, что мусорка всегда вот в радиусе я вижу. Всегда. И фонтанчик. Ну как так, ребята? Ну тут же летом же чуть что не так. Все. Я показывал, что я делаю. Вот я беру, смотрю. 300 миллилитров. Это чтобы спалось лучше. 300, ну почти. Вот, и на завтра. Ну, можно сразу напополам разделить. Вот. Потом беру йогурт наш прекрасный с нулевым. Оно везде есть. 0 того, 0 всего. Я думаю, их один завод разливает. Ложечка моя упала. Ну ладно, это не важно. Вот. Беру. У нас сегодня он без усиления, поэтому вот такой вот будет по полной. Ложечку поднять бы надо, блин, а что же она так упала? А зачем? И крышечка упала, вообще все у Леши попадало. Вот все, что только можно. Так, это упало, это упало. Ну, крышка, ладно. Ложка зачем-то упала. Очки упали. Поилка упала. Все попадало. Все, что можно. Рюкзак, ты еще тут. Стой. Фух. Все, ложку я протер. Она чистая. Все, и теперь берем. Вот это нам надо очень качественно перемешать. Чтобы оно у нас так закрыто. Ну, а еще и долить тут хватит, чтобы пожиже было, да получше. Вот это самое лучшее перед сном, что может быть. Ой. Вот так вот. Из-за вот этой вот горы, кстати, тоже может вылететь птеродактиль. Я думаю, это как масла. Пакет присадок и все. По-моему, это абсолютно нормально сесть на велик и сколько там, за 7 дней, да, доехать до Сантандера. Имею в виду, ну, ни подвиг никакой, ничего, то есть, ну, светло, тепло, никто тебя не хочет ни убить, ни съесть, не стреляют, ничего не происходит, не холодно. Просто если ты где-то профонарил воду, ну, попил из ручейков, из источников. Ух ты мой сладкий, как ты включился, а? А то я вот думаю, ну что тут такого? Ну, приехал по жаре человек, ну шел человек по жаре, по горам. Ну, что он шел? Он что, через пустыню шел или что? Вот это я понимаю, когда показывают, как человек на велике через пустыню едет. Я вообще не, я просто, ну, вот это нужно иметь действительно. А тут среди цивилизации спокойно крутишь. И я так вот со стороны смотрю, типа, Леша, а в чем уникальность вот контента? В чем чувак взял, сел на велик, просто по соточке в день крутит, не напрягается. Ну, образно, вот так вот. Как бы подвиг-то в чем? Подвига никакого нету, просто вышел из дома и поехал. Вопрос в том, что некоторые люди вечером боятся за хлебом выйти, или вечером им впадлу там на велике просто прокатиться. Это одно дело. А здесь безвыходная ситуация. То есть расход энергии и денег идет, поэтому нужно соточку в день делать. Вот за сегодня там 120, может и 130. 132,6
9:07 в пути, средняя 14,5. Ну вот. Вот 9 часов вахта, это, конечно, это нормально. О, птеродактиль. Летал тут, кукарекал. Вот я и думаю. Вообще постоянно происходит какой-то внутренний диалог. Постоянно. Вот мне бы остановить бы его, но он сам вот постоянно выплывает. Да не, из-за этой горы Годзилла не вылезет. Окей, ладно. Обычная, ладно. Прямо так вот и красиво. Тепло, я думаю, за 30-ку. Сейчас я вам скажу точно. 29 и 28,9. Ну, под 30. Уже 29,1. Здесь уже повключали свет. Так, я ничего не забыл. Ничего. Сейчас я гляну, что это за пустырь. Какой-то кущи возле Лидла. Ну что? Прямо возле Лидла этого прекраснейшего Алексей Юрьевич и запарковался. Да ну мне нравится тут, чё. Классно, спокойно, тихо. Коты тут их подкармливают. Вот тут у них место. Там вот вон их тут банда целая. У меня для вас ничего нету. Промазал цепь. 660 км, даже чуть больше. Там что-то под 700. В нормальном состоянии цепь на самом деле. Имею в виду, не шелестело ничего, ну просто как бы бон шанс промазать, тепло, пускай уже промажется, тем более дождик там небольшой был, неважно. Все, сейчас это, тут вот светло вообще, телепица вот прямо рядом, я уже чуть не соблазнился почти. Завтра, я надеюсь, в кемпинг нужно постираться, перезарядить все, как-то прийти в состояние. Потом смотрим Сантандер и выдвигаемся в Бильбао.